когда ребенок рождается, первое, что он делает? Кричит. Но прежде чем закричать, что он делает? Конечно же, вдох, да. Вот с этого вдоха начинается жизнь, вообще дыхание, да, начинается жизнь, и вопрос там состоит в том, что живем, чтобы дышать, или дышим, чтобы жить, да, вот основной такой принцип, определиться, что же тут важно, дыхание. Поэтому давайте все остальные упражнения, просто они будут связаны с дыханием, а выдох естественный, через в сторону вдох, центр это выдох, такой теплый выдох, как будто мы вас не слышим. Видите, мы уже заговорили на самом деле. Шепотом остановитесь, потому что может закружиться голова, переизбыток кислорода. Есть такое, да? Хорошо. Ну давайте тогда, чтобы параллельно сменять одно с другим, просто научимся делать еще и выдох такой, знаете, как у нас мы придумали его, лошадиный такой выдох, это освобождая здесь все вокруг, да, вот губы, щеки свободны. Все свободно. Заодно, чем мы сейчас работаем? Что это такое? Что это? Ну, давайте не бойтесь. Артикуляторы, совершенно верно. Есть артикуляторы активные, есть артикуляторы пассивные. Это, давайте, к активным что относится? Язык. Все, что двигается. Все, что двигается. А пассивные? Небо, да, оно тоже относится. Да, совершенно верно. Вот, поэтому сегодня мы будем тренировать немножечко артикуляторы наши активные, потому что это в первую очередь мышцы. На самом деле язык, да, одна из самых сильных мышц в организме. Знали об этом? Самая же. А? Самая же сильная. Вот, правильно, даже самая сильная. Мы сейчас проверим, откуда она растет, это мышца наша самая сильная. Поэтому приготовили свои язычки. Давайте представим, что язык у нас такой любопытный исследователь, который попал в пещеру. На кончике языка у него, получается, фонарик он там держит и начинает все исследовать там в этой пещере. В самые отдаленные уголки пытается забраться по кругу. Не торопимся пока. Прям далеко, где никогда не был. Исследуйте сами себя. В другую сторону. Сейчас не торопитесь, а действительно пытайтесь дотянуться, только аккуратно, с челюстью. Контролируйте все процессы. Если правильно делать это упражнение, вы должны были вот здесь вот почувствовать основание языка, и должно стать больно даже. Неприятно, потому что до этого мы как бы особо этим местом и не пользовались. Получилось? Давайте выдох сделаем лошадиный, все расслабим. Отлично. А сейчас возвращаемся опять к дыханию, будем вот так вот туда-обратно. Так, смотрите, теперь что делаем? Приготовили свои ручки. Это будут лапки кошки. Кошки, когда она добрая, у нее коготки спрятаны, да, ласковые лапки. А когда ее обидели, что она делает? Она выпускает. Так вот, смотрите. Вдох, да, это будет когти. Вдох делаем на скручивание корпуса назад. Да. А сюда выдох. Хорошо, договорились, и также в другую сторону. Поехали. Давайте остановимся, потому что движение добавилось, следовательно, да? Хорошо. К чему это упражнение? Буду сразу выдавать все секреты. Смотрите, зачастую надо очень быстро брать дыхание, очень быстро и активно, для того, чтобы потом на этом дыхании можно было долго-долго говорить. Поэтому это должен быть вроде бы с одной стороны контролируемый процесс, а с другой стороны неконтролируемый. Просто если вы себя приучите это делать, это будет здорово. Вот я уже взяла дыхание и могу очень долго говорить на этом дыхании, если я его беру правильно. Вот. Так, возвращаемся к нашим артикуляторам. Давайте все-таки продолжим работать с языком немножечко. А теперь он превращается у нас
Эти санитары. Кто уколы ставит? Медбрат? Хорошо. Он будет сейчас делать уколы, смотрите, между губой, получается, и зубами есть пространство. Вот туда. Вверх, вниз, влево, вправо, это уже в щеки. Хорошо? Так, поехали. Здесь можно работать активно, на скорость прям. Хорошо, молодцы. Сделаем также лошадиный выдох. Сейчас разомнем губы сразу. Ну, самое известное, наверное, многим известное упражнение, это мы улыбаемся друг другу широко-широко, с закрытыми губами, но улыбаемся, прям называется улыбка до ушей. Максимально. А теперь себя таких красивых поцелуем. Так, еще раз улыбнулись. Так, а теперь очень быстро это делаем, хорошо? Я говорю, улыбка, поцелуй, улыбка, поцелуй. Хорошо, поехали. Улыбка, поцелуй, улыбка, поцелуй, улыбка, поцелуй. Хорошо, еще раз выдохнул. А теперь смотрите, наши зубы это хлеб, а губы это масло. И мы начинаем намазывать. Давайте сверху сначала бутерброд такой делаем. Масло на хлеб намазываем. Теперь нижнее. А теперь сразу и верхний, и нижний. А теперь зажали вот так губы, закусили и делаем массаж. Только аккуратно. Кровь должна прилить, тепло должно сказать. Получилось? Молодцы. Смотрите. Сейчас очень важно еще уметь освобождать, снимать зажимы, как было сказано, совершенно верно. Давайте попробуем сделать вдох, как будто там у нас горячая картошка. Попробуем. Не обязательно. Сейчас, смотрите, делаем то же самое, держим, да, вот этот вот вдох, и выходим на зевок. Получается? Нет, если получается, это здорово, значит, мы все делаем правильно. Получилось? Да. Именно в этот момент там у нас все освобождается. Давайте еще разочек, у кого не получилось, что получилось. Поехали. Ребята, запоминаем, потому что это действительно можно делать дома самим вообще. Так, потом нужно, конечно же, все, чтобы звучать, нужно разогревать. Что мы разогревать будем? Еще. Это артикулятор. У нас есть такие резонаторы, понимаете, чем мы звучим. На самом деле должно звучать все тело. Если мы думаем, что мы звучим только вот здесь, это неправда. У нас звук во всем теле должен распространяться. Это основная, вот как бы, чем надо тоже заниматься и развивать. Смотрите. Это дыхание, диафрагма. Тут все будет сейчас звучать. Давайте попробуем. Давайте приложили вот так вот ладошечку к себе. И просто губы не зажимая, они расслаблены. Чувствуете вибрация? Есть? Отлично. Сейчас начнем себе делать приятно, начнем делать массаж. Начнем с лица. С лица, с головы. Поехали. Пальчиками вот так вот, кончиками, подушечками пальчиков вот так делаем массаж. Мычим, продолжаем мычать. Можно круговые движения делать. Переходим в щеки, скулы. Сейчас самое интересное и очень полезное. Если простудное какое-то заболевание, все забито абсолютно, вот этот вибрационный массаж, он очень полезен в плане того, что начинает всякая гадость из нас выходить. Смотрите, приготовили 2 пальчика. Да, и делаем, продолжаем. Есть что-то? Накопление наше? Да? Нет, значит, здоровый человек. Так, если есть, смотрите, продолжаем, и только смотрите, что делаем. Нос тоже любит разговаривать на самом деле. Он может издавать разные звуки. И видите, он разговаривает, рот закрыт в этот момент. Пробуем? Поехали. Другое.
такие в космос отправляем. Получилось? Можно вас послушать? Хочу вас услышать. А то себя только слышу пока. Поехали. Гости ваши. Нет, за стол, нажать. Вот так, рот открыть. Вот, ага, хорошо. Так, молодцы. Угу. Смотрите, продолжаем дальше нашу гимнастику, разминочку. Теперь наш палец превращается в зубную щеточку, да? Это тоже разминка и артикуляторов тоже. Вот здесь, смотрите. В. Будем со звуком В чистить как будто зубки. Вот только, вот, ага, между носом и губой. Поменяли пальчик, у нас тут электрическая щетка, она со звуком З работает. Поехали. Что сидим? Идем к нам. Молодцы! Ага, продолжаем дальше вибрационный массаж. Все тело сейчас будет работать. Вот такие у нас ладошечки, чашечки, чтобы не выплашня себя руки, а именно вот так аккуратненько. Ага. Пойдем похлопывать, начнем с грудного отдела. Поехали. Да, поуже, встали. Чтобы дотянуться. Все, получилось? Поехали. Жалеем. Куда побежали? Ноги тоже. Мне массаж сделала сама собой. Широко пошире теперь встаем. Угу. Нормально себя чувствуете? Потому что у некоторых страхи там сильно куда-то стоять. Угу. Отлично, вот мы разогрелись. Вот как раз таки то состояние нашего организма, когда мы можем начать извлекать из него какие-то звуки. Кстати, мы уже начали это делать, если вы не заметили. Вот. Предлагаю начать. Какие они есть? Согласные и гласные. Я уже задумалась, с чего бы нам начать. Все человек звучит на каких? На гласных, конечно, на гласных. Давайте тогда поэтому, наверное, с них и начнем. Сколько их? 6. Так, хорошо, а вообще 10. Смотрите, давайте придумаем, чтобы у каждой гласной для начала был какой-то характер. Какое действие придумаем в отношении каждой гласной, так будет интереснее, заодно и запомним. Я, например, оно какое? Гордая. Я. О, конечно. Я, да, прикладывая движение, да, сделаем руки. Я. Сопровождаем это движение руки, звуком подкрепляем. Я. Отлично. Хорошо. Ну а самое первое, какая самая известная. Так, Можно так, но все-таки она очень широкая, и сложность в том, что мы действительно очень неправильно ее многие произносим. Для того, чтобы произнести надо как минимум открыть рот. А мы пытаемся это сделать. Нет, какой же да? Кулак должен помещаться в рот в этот момент. Прям кулак вставить. Чистый надеть. Вот так широко должен открываться рот. Не надо там громко на связку. Просто откройте рот и скажите Уже громко. Вы слышите? Да. Вы просто открыли рот. Да, хорошо, поэтому показываем, что у нас большая. Все. Тянуть даже не надо, просто вместе потом и отлично. Так, О может быть идеей, но мне видится, знаете что? Высоко. Давайте попробуем сделать. И. Хорошо.
Ой, устали. Растянули это классно. Отлично. Итак, вспоминаем. Я. Отлично. А идеей той, которая могла бы быть О, будет у нас Ё. Отлично. А дальше каких не было? Поехали. Это мы останавливаем нашего любимого, дорогого человека, который останавливаем это. Ага. Так. Еще есть Ю. Давайте Ю будет маленькая. Ю. А есть у нас еще, мы забыли, очень хороший звук, очень распространенный, это звук И. И он такой добрый, на улыбке, как, знаете, в «Гостях у сказки». Помните, там окошечко открывалось, да, это И. Улыбаемся. И. Очень хорошо. Все вспомнили, по-моему, что забыли? А вам что? Е, да. Е, правильно. Е будет противно. Е, не хочу. Е. Отрицание такое, давайте. Е. И У это сила. Так, попробуем вспомнить все. Поехали. Доделайте до конца наших звуков. Немножко торопитесь. Поехали еще раз с самого начала. Давайте я буду говорить, потому что очередность уже нам сходит. Ё, поехали. Точнее, идея. Давайте человека останавливаем. Дальше. Давайте. Человека останавливаем, да? Или останавливаем? Давайте еще раз оставим. Так, и у нас, по-моему, И самое доброе. Поехали. Отлично. Молодцы. Вот смотрите, что мы делали? Мы работали на самом деле со звуком, мы себя в этот звук начали вкладывать. Мы вкладывали, стали свое отношение, даже вот через звук от свое отношение. И сразу звук стал каким? Живым. Да, звук стал живым. Вот, живым. Продолжим работать над живым звуком сейчас, чтобы вы поняли, что он несет определенную энергетику. Его можно пощупать практически, да, подключив свое воображение. Он даже может иметь цвет, он может иметь плотность, звук. То есть все физические качества звука можно с этим соотносить. Давайте начнем как раз таки со звука А. Я просто поясню сейчас принцип. Нас много, это очень хорошо для этого упражнения. Смотрите, берем дыхание носиком, как мы говорили, да? Да? И вот сначала не делайте, просто посмотрите, что я буду делать. Я взяла звук. Вот звук у меня здесь рождаться будет. Он очень, очень спокойно, да? Я не надрывала, честно говорю, не очень прям там отвязала. Нет, я тихонечко начала. А потом, да, он такой маленький. Представьте, что вот он здесь родился. Так, чтобы вам было удобно. Пусть он какой-то там ваш звук. Вот. Помним о том, что ротик надо открывать, да? То есть, когда он маленький ребеночек, он начинает расти у нас, что он встает на ножки, правильно? Вы должны почувствовать, что у звука есть опора, что он прям встал на ноги. Ноги для него ваше дыхание в данном случае. И он встал на эти ножки, и все, я его могу отпустить уже в этот мир. И он побежит, этот звук, начнет заполнять этот мир собой. И поможет ему такой рупор. Рупор, почему я делаю? Чтобы вы также вместе с рупором ротик открывали. И ваша задача, что ваш звук, вот этот был, который маленький, он же не сильный, начал заполнять вот здесь все пространство здесь. Попробуем сейчас, ладно? Настолько, насколько вас сейчас хватит. Дыхание берем.
появится, не надо ее там добавлять, где-то включать, чтобы микшером работать. Нет, просто открывайте рот. Хорошо? Сейчас за этим. Берем дыхание. Помним, да, как? Давайте вспомним даже, как мы должны это сделать. Закрасить пространство. И посмотрите, какой плотности этот цвет, насколько закрашивает. А может быть наоборот, от вас пойдет звук. Это у каждого по-своему может случиться. Готовы? Поехали. Дыхание. Насколько получилось заполнить пространство? Насколько? Все получилось заполнить пространство? Да. Да, прям вот все, вот все взять, вот даже вот сюда. Нет. Вот смотрите, да, у вас цвет красный, ага, хорошо, плотность не до конца. Ну давайте, знаете, что сделать? Сейчас задачу что-то поставить. Прямо, смотрите, какой зал огромный. Давайте попробуем все это закрасить. Да, давайте, поехали. Как долго вы звучали, как мощно вы сейчас звучали. Вот я добилась, видимо. Когда точно стоит определенная задача внутри, то сразу и звук начинает по-другому работать. Он приобретает определенную энергию и желание, и цель. Так, хорошо. Сейчас давайте с О. Найдите себе партнера напротив. Не близко, а вот именно вот так. Вот найдите себе партнера. Глазками помашите ему ручкой, чтобы он понял, что он ваш партнер. Мы с тобой там, да? Да? Все? Нашлись, да? Партнеры нашлись? Точно у всех есть? Я не уверена. Кто из них вы? Это очень важно. Работать с партнером. Идемте к нам. Нам партнеров нужно платить. Тут надо было сначала, значит, что мы будем делать? Мы будем строить мост. Звуковой. То есть я начинаю от себя. Прям я довожу туда, где-то у меня верхушка есть, и начинаю спускаться вниз к своему партнеру. Кто у меня, кстати, партнер? Все, всех разобрали? Все, хорошо. Также берем дыхание, также звук здесь рождается, также он здесь встает на ножки, и только потом я начинаю его отправлять, чтобы мозг был надежный, чтобы он не рухнул. Лицо держим, так? Нет, вот здесь вот держим ручку. Помогаем себе рукой. Траекторию выстраивать рукой помогаем. Готовы? Взяли дыхание. Отлично. На А разогрелись, О уже легче пошло. Заметили, да? Мне кажется, партнер в глаза должен смотреть. Очень сложно. Ты же следишь за траекторией, ты встречаешься с ним, возможно, он же тоже своей траекторией идет. Не факт, что вы встретитесь глазами. Главное, ты должен... То есть ты к нему, а он сам по себе. Важно знать, куда ты ведешь, как бы видеть цель впереди. А если заканчивается дыхание, и ты не успел? А ты не успел? А вот эта задача ваша распределиться. Это уже другая как раз таки история.
Мне надо распределить. Ты же чувствуешь, насколько у тебя там объем Я дыхания? сама должна распределить. Да, насколько тебе вверх идти и насколько тебе спуститься. Давайте, кстати, по поводу этого сделаем просто одно небольшое упражнение по поводу дыхания и объема, как можно тренировать дома, ну, как бы в домашних условиях. Берем также дыхание и превращаемся в воздушные шарики только. Взяли дыхание. И начинаем сдуваться на... По-хорошему я глазки какие давайте доделаем до конца. Если воздух из себя выдавили, а вы какие молодцы. Ага. Видите, как долго? Это на самом деле все тренируется. Только дома надо укладывать себя прямо на пол и до конца, вот как сдуваете матрас плавательный, да? Мы на него практически садимся, чтобы весь воздух из него вышел. Также мы себя укладываем на пол и вот выходит вот и расслабляемся. Хорошо? Просто давайте сейчас, например, вот как момент распределиться. У кого-то же у нас, как оказалось, хватило намного, а у кого-то не хватило даже наполовину, да? Поэтому, а задача распределиться. Давайте сделаем все на 15. Вот я считаю до 15. И вы должны на 15 сдуться. Распределиться, то есть, чтобы на 15 у вас уже там воздуха не оставалось. Готовы? Берем дыхание. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Осталось у кого-то еще? А кому-то, может быть, вы еле-еле, да? Да, вот такая история. Сами для себя ставьте рекорды дома. Вот. Насколько вы по длительности сдуваться можете. Смотрите. Ну, заметьте, на А как вы долго звучали. Да? Большинство из вас. Давайте вернемся к нашему А звуку и О звуку. И сейчас мы с вами такой эксперимент проведем. Так, давайте посчитаемся сначала. Раз, два, три. Вот так. Посчитаемся. Поехали. Третий. А что так? У нас конкурс какой? Живое слово или как? Поехали с энергией, да? И давайте в ритме сразу. Я это очень люблю еще с ритмом работать, чтобы мы его чувствовали, да? Я даю ритм 4 счета. И в этом ритме нужно рассчитаться на 3 человека. Первый, второй, третий. Стоп. Удар сделайте мне, как стрелу звук отправьте мне обратно. Готовы? Первый, второй, третий. Поехали. Первый, второй, Третий. первый, второй, третий, первый, второй, третий, Первый. второй, третий, первый, второй, Третий. Первый. Второй. третий, первый, второй, Третий. Так, я буду так. Первая была? нет, третий. Хорошо. С вас начнем. Вы вторая, с вас начнем тогда. Отправьте мне звук. Я не знаю, ударьте меня своим звуком. Ладно? Первый. Второй. Третий, первый, второй, Ударьте меня. Третий. Вот так сделайте. Давай. Первый. Второй. третий, первый, Хорошо. Отлично, уже лучше. Поехали. Первый. Второй. третий, первый, второй, Третий. Первый. второй, третий, Первый. Второй. Третий. Первый. Второй. Третий. Первый. Вот. Тут очень важно, что, да, я почему жесты еще даю, они помогают. Мы привыкли все делать руками, ногами, а говорить почему-то мы вот не действуем словом. Ведь слово на самом деле это действие. Это, иногда мы очень долго терпим, например, да, и пик нашего терпения мы что-то говорим, потому что, в принципе, получается, слово это пик действия. Вот. Поэтому оно должно быть заряженным определенной энергией. Слово, куда мы вкладываем себя. Так, хорошо, запомнили? Надеюсь, у кого какое число. Итак, первый встает в кружочек. Первый встали, поближе друг к другу. Сейчас закрыли глаза. Закрыли глазки. И попытайтесь сейчас где-то оказаться. Но не сейчас, а когда мы начнем звучать. А звучать мы начнем со звука А. Мы сделаем наши руки плотнее, мы поближе подойдем, конечно, стало лучше. Ну, только не совсем, давайте начнем. Все то же самое. Помните последнее А?
когда все пространство заполняли, прям максимально заполняли собой пространство. Вы закрыли глазки и попытайтесь где-то оказаться. Что это будет за место? Попробуйте сконцентрироваться на том, что вы чувствуете в этот момент. Хорошо вам, страшно вам, как вам там будет. Хорошо? Вам самим не надо было ничего петь? Угу. Так, сейчас также, только мы теперь делаем О. Помним, да? Понятно, что там просто напротив есть партнер. Найдите, кто там есть. Готовы? Дыхание. Возвращайтесь к нам. Нет, стойте здесь, чтобы мы вас видели. Так, кто готов высказаться? Получилось, не получилось что-то себе нафантазировать? Разница была, не было никакой разницы. То есть они должны Они должны были, благодаря звуку, да, своим ощущениям где-то оказаться от звука, отталкиваясь от звука. На звуке А было как на море, там был просто ветер. Ветер был теплый. В конце он усилился, а когда перешел звук А, то Еще раз. то были волны. У кого-то еще что-то получилось? Если сравнивать с музыкой, допустим, во дворце, вот эта А, она была как начало, так сказать, какое-то начинание. А вот О, оно было настолько насыщенным, что это был пик. Очень интересно. Еще кто-то может сказать? Что-то, какой звук был приятнее? Хорошо. Кому-то А. Так, О. У вас какие ассоциации? Потому что на А мне было звучало, а О это вот что-то более уже открытое, приятное, не закрытое пространство. Интересно. Все? На звуке у меня был такой сейчас, как будто я на концерте Тамары Грацтели. Мощь такая была, да, вибрация. Вот посмотрите, почему я еще, это очень важно, я об этом скажу, потому что, наверное, другие наши члены жюри тоже сегодня будут об этом говорить, может быть, продолжат эту тему. Вы должны работать своим воображением и своей фантазией, обязательно, потому что если у вас там ничего не рождается внутри вас, вы берете в работу текст, мы уже говорили в прошлом году с Рушаной Юрьевной, потому что это должно вас цеплять в первую очередь. Но помимо того, что это должно вас цеплять и трогать, у вас должны рождаться внутри какие-то определенные образы, ваши образы. И если они у вас рождаются, тогда вы можете их передавать. Вы такой проводник. Есть автор, который написал текст, есть и вы, который это переработал внутри себя, и на авторский образ еще рождается свой образ. И вы передаете слушателю своему, у которого рождается его образ через ваш. Но если у вас не рождаются эти образы, вот над этим надо работать. Спасибо большое. Давайте вторые. У меня очень сильно было нарушено чувство безопасности, когда я тут стояла. Потому что, да, у меня было такое ощущение, как будто бы меня сейчас нападут. Вот, было страшно. Но помимо этого еще, несмотря на то, что звук был вроде один, вроде О, градации все равно были разные. С одной стороны, он как-то очень жестко звучал, а с другой стороны, более мягко. И когда он звучал более мягко, это в основном девушек было, это было больше как, как будто бы кто-то плачет, что ли. С одной стороны, когда мужское, как будто бы тебя сейчас побьют, а женское, как будто бы тебя оплакивают. Оплакивают. Ну, у меня Очень такая интересно. ситуация. У меня потом чувство неуверенности, как будто ты стоишь на корабле, и тебя качает, вот когда вот О звучать, вот, то же самое, как будто тебя качает, и видишь какой-то впереди тебя флаг, какой-то вот, звук его.
как будто качает от даже него на как будто, да? да, вот этот, как бы сказать, от флага даже от его и на этом звуке чувствуешь что-то, какое-то движение прям тебя качает. Это ощущение живого абсолютно, и главное, что очень мощное воздействие. Вы должны понимать, что звук действительно, если Я вслух это сделала. нормально, да, мы разговариваем, насколько жестко. Смотрите, давайте так, в-третьих, но только, знаете, я теперь хочу попросить третий следующий, да, прямо увидеть партнера, кому мы этот звук отправляем, чтобы было ощущение, я сейчас скажу, они не слышат, ушки закройте прям, закройте, вот вы закройте, да, которые кружочки, закрыли ушки, они не слышат ничего. Понятно, поэтому очень над ними работать будем. Слышно, да, что я сказала? Ага, спасибо. Да. Готовы? Старались. Почувствовали, да? Давайте, рассказывайте, что почувствовали. Рой пчел почувствовали. Отлично. Пчелы они какие были? Их очень много. Ну. Везде цветы. И пчелы мешают наслаждаться ароматом цветов. Понятно. Так. Церковь, медитация, общение с Богом. Это осознание того, почему именно так молитвы поют. Интересно. Я была первая картинка, как будто стоишь на краю положения бойца. Да, вибрация такая была. А вторая, когда ты уже этот страх проходит, ты начинаешь смотреть вокруг и видишь горы. Да-да-да, некая воронка. Воронка. Когда я Вот сама это вот делала, воронка. мне представлялась некая воронка, Как куда тебя тебя может засасывает. И вот это вот, когда раскрытие происходит в конце, это вот ты вот как будто падаешь в эту пропасть. И вот это О, оно тебя возвращает как будто в пик этот. И вот это воздух, вот это вот чистота неба, и хочется дышать. Вот это. Кстати, такое ощущение было, как будто весь круг потихоньку. Двигаться. Да. Очень интересно. Как медитация, любое можно представлять, но почему-то мне больше всего война шла. Со всеми ужасами, со всеми канонадами, с всех сторон. Но как упор расщепляется тоже по-разному. Частота идет. Просто кого не мешали прежние ассоциации? Мешали? Нет, не мешали. Я сразу об этом Нужно подумала. уходить в себя, и ассоциации должны отвалиться. Вот у меня тоже была война. Вот, но война была такая, знаете, вот эти буквы А, которые прям они, знаете, такие прям живые, разные какие-то идут сначала. А потом, когда О, опять же харам. Как будто это другое переключение. А такая вся борьба, такая вся война какая-то, и буквы все какие-то такие прям корявые. А на О опять вот эта куполообразная форма, то есть прям ассоциация звуков получилась. Сначала такие все страшные, а потом такое О, куполообразное, такой хорал. Но почему-то не церковь, я православная, а какое-то католическое, торжественное, какое-то там типа Баха какого-то, там такой хоральный. Ребят, мы постарались. Видите, что происходит? Я просто задание ребятам дала. Спасибо большое. Вы можете себе просто поаплодировать. Я им дала задание сделать над вами купол. Да. Да, из звука. Yes, у меня получилось. Из звука сделать купол, чтобы было ощущение, наоборот, таки безопасности вот за звуком О.
Вот, так что у нас это получилось. А на Спасибо. звуке А, за звуком А безопасности? Нет, я не говорила про А, потому что А, пусть оно было, а вы точно его почувствовали абсолютно. Тревоги, опасности, вот воронки, еще чего-то, потому что он очень такой неконтролируемый даже звук может быть, потому что он, видите, со всех сторон, и он разный у всех. И вот это ощущение вот этого, ты не знаешь, чего ждать сейчас. Вот. Там что-то Там каждый же начинается. свое вкладывает в это А еще, помимо всего. А О мы постарались сделать все вместе, одну задачу выполнить. Там же что-то происходит, а О как бы завершает что-то, да? Да. На букве А я как будто бы бежала в цветочном поле, все Хорошо, меня может воспевают, быть и так. через меня, сквозь меня проходит солнечный свет, а на букве О как будто бы какой-то негативный более посыл. Как будто какой-то обряд. Это все очень индивидуально. То же самое, как я хочу ответить на вопрос, не мешали ли чужие ассоциации. На самом деле, вот, с одной стороны, очень верно, что надо стараться, да, это раз, а во-вторых, каждый раз будет по-разному. Вот мы поменялись, да, у нас же каждый раз обновляется состав, что здесь, что там, да, мы каждый раз разные, поэтому каждый раз да, будет что-то другое, совершенно не похоже. Это как один спектакль не похож на другой спектакль. Ни одно ваше выступление не похоже на предыдущее ваше выступление. Они все абсолютно разные. А почему сразу летит траекторию, прям представь, смотри, как ему лететь далеко до меня. И вот пока он летит до меня, вот это А звучит. Два! Понимаешь? Поехали. Два! Ну лучше, еще, точнее, прям далеко. Два! Купол, два, рот открывай. Два! Ну уже лучше, вот не было тебя сначала, вот прям чувствуется. Так, давай, у тебя что, раз? Да. Поехали. Раз! Два! 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 Давай. Первый раз, хорошо, давай. Смотри. Нужно иногда просто взять и на себя саму разозлиться. Сейчас на меня разозлись. Вот привязалась ты же, а. Вот не выбрала же меня вообще из всех. Вот стоит напротив меня. Давай. И попади. Разозлись. Я не знаю, положи свою энергию. Я не знаю, какую хочешь, но свою. Мощную. Давай. Раз, Отлично. Угу. Давай еще сильнее разозлись. раз, Давай разозлись прям и попади, главное, в меня. раз, Лучше, молодец. Поехали. два, Раз, два, раз, два, раз, два, раз, Два! два, раз. Молодец. Только раз. Там есть окончание, есть начало и окончание. Раз. Угу. Давай. Два, раз. Все, мы закончили. Так, те, которые раз, встают вот сюда, в линию. Которые два сюда, напротив. Про купол, про Бога, про Бога, да. На самом деле почему-то, ну и доказано тоже, что звук И это звук божественный. Один из основной, да. Почему? Если представить латинскую И, на что она похожа? И с точкой. Ну, и с точкой на что похожа? На человека. На свечку, на человечка, совершенно верно, на человечка, да, голова. Куда мы тянемся? Вверх. Вверх, совершенно верно. Вот здесь он рождается, и вот так вот мы его сейчас будем через себя отправлять туда, наверх. Такой столбик звуковой будет, если до этого было, да? Все пространство заполняли или конкретно кому-то что-то отправляли. И через себя, и наверх. Готовы? Берем дыхание. Смотрите, давайте сейчас первые делают. Спасибо большое.
не загибаем никуда ничего, потому что звук начинает искажаться, ровненько сами стоим. У нас есть опора, ствол. Вот. Потому что так делаем, уже видите, даже я начинаю говорить, я уже не могу говорить, потому что у меня там пережимается все. Поэтому ровно. Что было? Чувствовали, да? Как звук туда начинал расти, вырастать. Было. Чувствовали или нет? Или я одна чувствовала? Вы слышали, как красиво было. Ну не почувствовали. Сейчас давайте еще разочек сделайте, а вы обратите на это внимание. Как звук рождается и как он трансформируется и во что он как бы перерастает. Хорошо? Вот все прямо обратите внимание. А также мы все так делаем, да? Вот здесь вот. Полетность была, да? Было ощущение, причем она в какой-то момент вдруг он начал улетать от вас. Вот именно когда вы эту границу стали переходить, что вот все, я закончился и где-то туда. Но это прям хор уже там. Да? Вот, видите? Давайте мы друг другу подарим аплодисменты. Сами себя похвалим со звуком «м». И теперь другой. Молодцы. Еще чуть-чуть вас помучаю. Теперь поработаем со звуком «и» с партнером. Но это любопытная актерская история уже такая. Представим, что у партнера напротив вас джемпер, красивый такой джемпер, но он начал распускаться где-то внизу, там ниточка такая вот висит, и я беру эту ниточку, да? Вот положение у нас устойчивое. Так. Я предлагаю, знаете, как сейчас сделать? Сейчас мы сделаем, вот мы, пятерка наша, что потом вы сделали, ладно? Чтобы мы друг другу не мешали видеть партнеров. То есть мы не делаем? Мы делаем, сейчас, мы как раз делаем сейчас. Ага. Смотрите, берем эту ниточку, воображаемую, берем дыхание и начинаем эту ниточку тянуть. Взяли дыхание. Что, хватило дыхания, нет? Очень сложно. Ну, здесь кончается, все заканчивается. За вторым разом не надо выбирать. Так, смотрите, а теперь качество нитки будет меняться. Давайте, это будет капроновая ниточка. Вот тоненькая такая капроновая ниточка. Попробуем мы сейчас пятеркой сделать капроновую нитку. Пробуем? Вот постарайтесь, чтобы не порвалась. Так, дыхание берем. По-актерски блистательно. По-актерски речи опасно опять. Да, самое травмирование, как бы. Да. Другая задача, я себе другую задачу. Да. Вот такой огромный, тяжелый, большой канат. Поехали.
Так. Смотрите, я думаю, что вы немножко подустали, поэтому давайте мы все-таки Сергей сядем. Я дам вам экспресс-размер. Давайте какую-нибудь такую трудноголовку возьмем, которую все знают, но не у всех она получается. А то вот копыт пыль по полю летит. Шит-колпак не по-колпаковски. Шит-колпак не по-колпаковски. Шит-колпак не по-колпаковски, вылет колокол не по-колпаковски. На траве дрова. А? На траве дрова. На траве дрова, да. На дворе. На дворе. На дворе трава, на траве дрова. Это сложно, это не сразу дается. Хотя там она очень удобная в том смысле, что так. 33 корабля лавировали, 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 лавировали. Она еще помогает тренировать дыхание. Да, ведь? Знаем. Сталкивались? Вот. Ну, давайте хотя бы 33 корабля лавировали, 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 лавировали. 6 раз лавировали. Да не вылавировали, я думаю, что это сложнее, мы на этом просто сегодня здесь останемся. Вот. Поэтому 6 раз лавировали. Давайте медленно произнесем сейчас. 33 корабля лавировали, 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 лавировали. Ну подожди, все, как они говорили? Нет, будем говорить. А? Будем. Будем? Будем. Хорошо, давайте. Да-да, и не вылавировали. Давайте попробуем это сказать. Да-да, и не вылавировали. А теперь по одному, я хочу послушать. Так, ты хорошо звучит? Так. Так, 33 корабля лавировали, 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 да не выловили. Да так. Да так и не выловили. Вылавировали. Да так и не выловили. Вылавировали. Вылавировали. Вы еще хотите? Да. Так, хорошо, давайте. 33 корабля лавировали, 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 да так и не вылавировали. О, хорошо. Так. 33 корабля лавировали, 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 да так и не выловили. Вот, это хорошо. Так, тоже неплохо. Так, можно вас? Угу. 33 корабля лавировали. Только подожди, не, подождите, ждите. Все. 33 корабля лавировали, 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 да не вылавировали. Да так, ну, можно и так, да. Ну, лучше договориться всем вместе как. Да так и не вылавировали. Вам так легче будет. Вы смотрите, кстати, это секрет такой еще. Сделать небольшую паузу, да, такую цезурку перед сложным словом, которое надо как бы собраться и выдать. А, да так, это как раз то самое. Это, да, вот это вот, да так и не вылавировали. То есть я собираюсь, я концентрируюсь на том, что я должен сейчас произнести. Это секрет, это в стихотворениях, ну, как бы в материале, который вы берете, вы тоже можете так хитрить. Но там есть еще другое смысловое ударение, если я хочу что-то выделить, какое-то слово, не потому что оно у меня просто не получается, а смыслово мне оно очень важно, я считаю его важным, я тоже должен сделать там небольшую паузу, чтобы сделать потом на этом акцент. Вот. Это тоже такой секрет. Вы поняли, надеюсь? Да. Сейчас. Вот. Так, возвращаемся к нашим кораблям. Итак, экспресс-разминка. Поехали. Мы сегодня начинали с артикуляторов, видимо, ими и будем заканчивать. Так, берем сейчас, зажимаем нашу мышцу, как мы выяснили, самую сильную в организме, это язык. Мы его обездвиживаем, зажимаем его между верхней и нижней челюстью, только не откусываем, он нам еще пригодится. Ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад не двигается. Можем так сделать? Проверьте. Нет, а чего ты-то закрыли? Я хочу видеть ваши языки и зубы. Ага, да, в середине где-то, не кончик. Кончик вылетит моментально. В середине. А теперь, внимание, эти 33 корабля мы будем с вами произносить без языка. Язык у нас обездвижен. Если язык у нас обездвижен, у нас какой артикулятор начинает активно работать? Губы, конечно. Поехали. Очень важно, сейчас все внимание на губах. Губы работают как никогда активно. Вы увидите на самом деле, что губы должны сработать. Поехали, еще раз язык зажали на вас. Нет?
33 корабля лавировали, 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 да так и не выровняли. Запомните эти движения губ. Вы понимаете, что сейчас у вас работали губы так, как они должны работать во время речи? А теперь, внимание, работаем без губ. Свободное лицо. В общем, да, это шпионы, да, которым нужно передать секретную информацию, но чтобы их никто не рассекретил. Чревовещатели так говорят. Чревовещатели так говорят. Да. Готовы? Поехали. Еще раз. 33 корабля лавировали, 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 лавировали. Пробуем все вместе еще раз. 33 корабля лавировали, 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 да так и не вылавировали. Молодцы. А для того, чтобы в нашей речи появлялись гласные, то, о чем я уже тоже говорила, их отсутствие, конечно, ой, это бич просто, такое отсутствие гласных в нашей речи. Кстати, это, возможно, связано, кстати, с местом нашего жительства, так что ли. Это своего рода речевые следы. Ведь если говорить, слушать речь, допустим, людей, которые проживают в более теплых краях, ой, у них там вообще вот так вот все, потому что можно широко рот открывать, там не страшный холодный ветер, да, а у нас чем севернее, тем мы закрываемся, лишь бы он не попал, не простудился. Поэтому рот стараемся не открывать. Конфетку. Вот. Так что давайте все-таки будем открывать рот, произносить гласные тоже. Смотрите, давайте возьмем, раз уж мы выучили 33 корабля, мы сделаем вот такое есть упражнение, оно помогает, вы можете брать материал свой и также работать с ним, произносить отдельно согласные и гласные, но гласные мы произносим на теплом выдохе, то есть т, р, д, ц, т, р. Понятно? Давайте, или попроще какой-нибудь возьмем, или 33 корабля. То есть напишите себе так перед собой эти 33 корабля лавировали, лавировали. Достаточно лавировали, лавировали, ладно? Чтобы разделить на согласные и гласные. Пробуем? Поехали. Т, р, д, ц, т, р, б, л, л, в, р, в, л, в, р, в, л. А теперь говорим. 33 корабля лавировали, 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 да так и не вылавировали. Вы сейчас высвободили между согласными место для гласных. Вы это почувствовали, да? Что вдруг вам захотелось эти гласные там произносить, чтобы они там вдруг зазвучали. Вот запоминали? Так. Давайте еще что-нибудь такое сделаем, что может вам пригодиться. Так, давайте поработаем тогда с ударениями. Например, от правильности поставленного ударения на то или иное слово, да, меняется смысл. Например, у 4, давайте запомним, у 4 черепах по 4 черепашонка. Знаете, да? Все знают или нет? Нет. Ну, не все знают так. У 4 черепах по 4 черепашонка. Очень просто в природе. У 4 черепах по 4 черепашонка. Так, теперь давайте попробуем сделать ударение. Нам важно, что у 4 черепах по 4 черепашонка. Поехали. У 4 черепах по 4 черепашонка. Очень трудно это делать на самом деле, потому что
за собой тянет, а я не слышу индивидуально. Давайте попробуем, знаете, как сделать. Вот сейчас прямо так начнем. Первый ряд сделает, что важно, у 4 черепах по одному просто скажет. Поехали. У 4 черепах 4 черепашонка. Не, тебе сейчас все важно. У 4 черепах по 4 черепашонка. Я выделяю первое, остальное становится не таким важным. Угу. У 4 череп. Иди сюда. Иди сюда, не бойтесь. Вам главное поймать этот принцип, но это очень важно. Потому что вы страдаете многоударностью, следовательно, появляется многозначительность, и я вообще как слушатель теряюсь вообще, про что мне хотят рассказать. Давай. Ты про 4 черепах. Тебе важно, что именно у 4 черепах по 4 черепашонка. Давай. У 4 черепах по 4 черепашонка. Остальное это конец. Это вот, я главное сказала, остальное я просто договариваю. Очень легко, такой шлейф остался. У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. А можно даже со скоростью чуть-чуть договорить. Побыстрее чуть-чуть. Это вот важно, а остальное не важно. Как ручеечек. Давай. У 4 черепах. У скольки? У скольки? 4. У скольки? Ответь. У 4 черепах 4. Не слышу, у скольки? У 4 черепах. Не понял. У скольки, у скольки? Ответь посильнее, давай. У 4 черепах по 4 черепашонка. У скольки? У 4 черепах по 4 черепашонка. У скольки? Смотри, ты не пугайся. У 4! Черепах по 4 черепашонка. Но черепашата имеет отношение к этим 4 черепахам, поэтому ты уж совсем ты их там не понимаешь. Они же все-таки черепашата, да? У скольки? У 4 черепах по 4 черепашонка. Нет, убеди. У 4 Убеди. Утверждай. Спорь. У 4 Убеди. Ну, у 4 черепах по 4 черепашонка. Понял. У 4 черепах теперь будет важно, что черепахи не крокодилы, не бегемоты или слоны, а именно черепахи. Кто поет? У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. Молодец. А теперь у вас У опять... 4 черепах 4 черепашонка. Черепашонка. Черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. Что случилось, я что-то запуталась. У тебя у 4. У 4 черепах по 4 черепашонка. Сейчас черепах. Нет, 4. 4, сейчас 4. Черепахи вот здесь сейчас будут. У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4. Нет, а сейчас правильно, да? Да. Давай еще разочек. Давай. У 4 черепах по 4 черепашонка. Мне черепашонка. Черепах. Нет, у 4 черепах. У 4 черепах. У 4 черепах. У 4 черепах по 4 черепашонка. Хорошо. У 4 черепах по 4 черепашонка. По 4. Нет. По 4. Нет, у вас 4. 4. У 4. Нет. У 4 черепашонка. 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 поросенка. Так. У 4. Спокойно скажи просто, у 4 черепах по 4 У 4 черепах 4 черепашонка. Угу. У 4 черепах по 4 черепашонка. Так, значит, у меня Черепах, да? У 4 черепах. У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4. Нет, там куда-то, по-моему, 4 черепах по 4 черепах. По 4. У 4 черепах по 4. 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах 4 черепашонка. Черепах. У 4 черепах. У 4. У 4. У 4 черепах. По 4 черепашонка. Ага. 4. У 4 черепах. У 4 черепах по 4. У 4
черепах по 4 черепашонка. У 4 черепах по 4 черепашонка. Хорошо. Луч солнца. Ласковый луч солнца. Да, а думаю, ласковый. И вы меня немножко уводите от смысла главного. Потому что, ну вот это вот закон, наверное, такой. Можно, конечно, если прям очень надо, где-то усилить. Но в принципе прилагательные не требуют усиления. Они нам и так несут определенную информацию. Красный, мы понимаем сразу красный. Ну красный же понимаешь, что это красный. Насыщенно красный. Хорошо, насыщенно красный цвет. У нас сразу какая-то своя ассоциация рождается на это. А насыщенный красный цвет крови. Вот видите? Ну, мне сразу, я понимаю, уже другой образ, да, определенный образ. А вы мне насыщенно красный цвет крови. Тогда очень всего много, вы меня уже запугали, и мне уже страшно, и все. Я не готов воспринимать дальше, куда вы меня ведете. Понимаете? И вообще, есть, я просто хочу, чтобы вы тоже будете, наверное, там дальше обо всем этом говорить. Вот. Давайте просто на примере какого-то стихотворения поработаем, чье-то, кто хочет поработать индивидуально, как мы в прошлом году это старались сделать, чтобы был пример, чтобы вы понимали, про что это, чтобы я не голословно была. Авторское какое? Ой, давай с тобой, давай. Смотри, там, да, я помню. Ага. Какой возьмем? Ну, из того, что я читала, или любое? Нет, давай из того, что читала, потому что мы не слышали. Ну, давайте. Да, заодно я Из слышала. простой семьи из деревни. Давай. Я из простой семьи, из деревни родом. Мой отец заведует собственным огородом. Убежала в 16 из села без оглядки, только сверкали пятки. Сейчас мне 30 с хвостиком, приблизительно. И город уже не выглядит столь соблазнительно. Пробки, асфальт, бетон, душа издает протяжный стон. Это ж город-сказка, город-мечта. Блин, свалили бы отсюда навсегда. Решено! Еду к бате в деревню. Удалюсь из сетей, стану сельской царевной. У бати там мед, курочка кудахчет, кошка орет. У него там жизнь ключом бьет. Помашешь лопатой часок-другой, пройдешься к колоночке за водой, кроликам корму, поросям отрубей. Отдыхай, наслаждайся, на все забей. Почувствуй себя звездою полей. Полей помидоры, морковь полей. Натаскай в баню дров, встретить стадо коров. Слушай, пап, порой я пайфаю каков. Что-то я соскучилась по тяжести городских оков. Кажется, пора вновь покидать родительский кров. Да? Мне все говорят, что Вот. Смотрите, давайте. Основное что? Ты перспективу знаешь, в принципе, я понимаю, ты как автор знаешь, и ты ее ведешь. Тут надо интенционно вывести все-таки точнее. Дальше, там есть у тебя момент перечислений. Да, есть перечисления, они у тебя вдруг все становится важным. И коровы, и это, а ты же ведешь царица полей. Ага. Я буду вот это, вот да, там должны быть перечисления. Много выделяюсь. Да, давай вот к этому, где там эти перечисления начинаются. Почувствуй себя звездой. Нет, полей. до этого. Вот до того, как почувствуешь, там что? Не помню, меня глаза. Давай сначала, поехали. Я не буду на этом. Нет, я подожди. не секунду. Свалить бы отсюда навсегда. Решено! Еду к бате в деревню. Удалюсь из сетей. Еду к бате в деревню, я уточняю. Еду к бате. Бате у меня в деревне. А то у тебя и батя, и деревня, очень много, да? Да, тут можно уточнить, где у тебя батя проживает. Еду к бате в деревню. Удалюсь из сетей, стану сельской царевной. У бати там мед, курочка кудахчет, кошка орет. У него там жизнь ключом бьет. Помашешь лопатой часок. Смотри, здесь ирония есть, вот я хочу понять. Ну да. Ключом, жизнь ключом, ну ирония же, правильно? Да. Ирония в чем? Что у него там первое? У него там, у бати там мед. У бати там мед. Да, клево же. А в чем еще? Курочка кудахчет. Курочка кудахчет. Кошка. Жизнь ключом. Вот понимаешь, там, кому здесь есть такая вот ирония, а у тебя и
курочка кудахчет и мед, и, значит, это жизнь ключом бьет. Видишь, как бы все важно. Я еще извиняюсь, Да. здесь вот есть отношения, так, вы не понимали немножко отношения, почему она хочет свалить с города, потому что вот, ну ведь город мечта, ну скажите, то есть я должен, как бы, когда я доношу свою мысль какую-то, вы авторскую мысль хотите донести, вы о чем хотите сказать? Я хочу Что сказать главное? про метание, что мне и в городе надоело. Пробки, асфальт, бетон, но и в деревне мне тоже хочется Wi-Fi и в город валить. Нет, ну мы-то этого еще пока не знаем. Вы уже предполагаете, что вы уже ведете к Wi-Fi, то есть обратно в город. Но я не понимаю отношения, почему вы хотите свалить в деревню. Понимаете, у вас что город, что деревня одинаково все звучит. То есть я и там, то есть достало меня все, то, что вы сейчас сказали. И город достал. Ну, выход может быть в деревню. Да я попробую и в деревню поехать. То есть для вас деревня пока не важна. А для нас интересно процесс. Почему я еду в деревню? Потому что город меня достал. Ну для вас это мечта. Но я не могу больше. А там, ребята, там мед. Там, ну полей это сделать. Слушай, папа, что-то мне это уже начало тут надоедать. А нету Wi-Fi? Нет Wi-Fi? Не, ребята, надо обратно в город. Понимаете, тогда я понимаю историю. А сейчас у вас и то одинаково звучит, и деревня одинаково звучит, и нету разделения, все одинаково, понимаете? Да? То есть, нет, да, нужно, это черное, а это белое. Ребята, почему в деревне хорошо? Потому что там полей вот это вот ягодку, полей вот это. Это полей. Так здорово. Пап, а Wi-Fi нету для полного счастья? Что нету? Мне, ребята, пора ехать в деревню обратно в город. Да? Ну, чтобы вот это вот прочертить вот эту линию. Тогда Вы главные бережки, кстати. Да? Ну, давайте закончим с вами, Анатольевна. Давайте Подождите. Дорогие наши участники, кто не первый год приезжает, тут, знаете, вот прошлогодние участники знали, что будет сегодня Полина Анатольевна, пришли специально на ее мастер-класс. Сейчас вы еще будете не менее удивлены дальше, да, что будет происходить. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашему большому другу Полине Шабаевой, которая третий год, да, то есть человек неравнодушный во всех отношениях. Вот на этот раз у нас здорово получилось с Национальным молодежным театром. В следующем году у нас же Полина Анатольевна, художественный руководитель, режиссер, только ТЮЗа, детского театра. Ну, может быть, у нас получится, что мы сводим участников также в ТЮЗ, может быть, ТЮЗ перейдет. Также от участников за ваше неравнодушие, за ваше активнейшее участие, за то, что вы просто огромный души человек. Я очень благодарна этому конкурсу, я очень благодарна его организаторам и, главное, участникам вам, потому что я понимаю, я вижу результаты общих усилий, потому что с каждым годом уровень конкурса растет, ваш уровень растет. И, правда, я очень хочу с вами увидеться дальше, поэтому надеемся, вот, кстати, живое слово нас будет продолжать объединять.